эфире новости. В студии работает Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Парад в честь 75-летия Победы состоится. Не забыли и про шествие бессмертного полка. Оно пройдет немного позже. Клещи атакуют. В Якутии уже 2 случая. Врачи советуют сразу обращаться в медицинские учреждения. На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония технической закладки атомного ледокола «Якутия». Как это было, смотрите в этом выпуске. Парад в честь 75-летия Победы состоится. Он пройдет 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся исторический парад победителей на Красной площади. Об этом накануне заявил президент России Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу. При этом глава государства поручил исключить любые риски для здоровья участников парада. Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в столице России, Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей. Будет и бессмертный полк. Про него не забыли. Но с учетом требований социального дистанцирования 24 июня слишком рано. Марш бессмертного полка пройдет 26 июля в день военно-морского флота России. К другим темам. Еще 84 человека заболели COVID-19 в Якутии. Об этом сегодня сообщил глава региона Айсан Николаев в ходе брифинга по эпидситуации. Больше всего заболевших, как и в предыдущие дни, в столице региона – 80 человек. Индекс самоизоляции в Якутске – 1,9. Это значит, что на улице по-прежнему очень много людей. В тяжелом состоянии сейчас находятся 14 человек. Глава Якутии сообщил, что необходимо уделить особое внимание детям, так как уже со следующей недели начинаются летние каникулы. И в этот напряженный период они не должны быть предоставлены сами себе. Это, конечно же, как показывает опыт других регионов, приводит к достаточно быстрому росту, опять же, заболеваемости, как среди детей, так и среди взрослых. И не надо забывать, что у нас 29 июня уже первый экзамен по ЕГЭ. Особенности, конечно, надо беречь выпускников, потому что выпускники, на мой взгляд, вообще должны находиться практически в режиме полной самоизоляции для того, чтобы к экзаменам подойти все с оружием, подготовленными. Иначе, конечно же, не дай бог, если заболеют, не смогут участвовать в экзаменах, конечно же, это перечеркивает шансы наших детей на участие уже в вступительной процедуре в вузы в этого года, ну и, конечно же, затрудняет им жизнь в последующем. Поэтому здесь и родителям, и вообще всем нам надо быть очень ответственными по отношению, в первую очередь, к своим детям и к выпускникам особенно. Об эпидемиологической обстановке в Алдане готов рассказать мой коллега Руслан Павлов. Передаю ему слово. За последние сутки в Алданском районе нет прибавления по заражению ковид, зато заполняется Алданский обсерватор пациентами, которых сюда привозят с Нижнекокитского участка золотодобывающей компании «Селигдар». И какие условия здесь у пациентов обсерватора, мы узнаем у Николая Миронова, директора этого обсерватора. Николай Семенович, сколько человек сегодня находится здесь? Вчера во второй половине дня к нам поступило 56 постояльцев обсерватора на 14-дневную, по крайней мере, обсервацию. Все эти сотрудники, этой организации недропользователя, которая осуществляет свою деятельность на территории нашего района. Условия для обсервации созданы. Работаем плотно с руководством этой компании. Есть медицинская бригада, предоставленная Алданской центральной районной больнице, врачи-инфекционисты, которые проводят ежедневные замеры температуры, смотрят за состоянием здоровья. Также полностью укомплектован обсерватор штатными сотрудниками, среди которых есть обученные и дезинфекционисты, и другие специалисты, имеющие навыки работы в данных условиях.
Михаил Семенович, ну, сейчас здесь контингент сыровые мужчины, да, старатели, горняки возмущаются. Ну, понятно, что закрыть в 4 стенах людей не очень приятно, но, тем не менее, им придется здесь пробыть как минимум 2 недели. Как справляетесь? Ну, действительно, ситуация не самая простая. Претензий со стороны обсервируемых действительно много, именно в части того, что им придется вот в таких условиях провести. Ну, вчера вот мы обговорили вопрос с руководством как раз компании по поводу того, что в ближайшее время они будут поставлять им газеты, журналы, книги, какие-то настольные игры, шахматы, шашки, там, домино, для того, чтобы хоть каким-то образом немного скрасить, но досуг. Но люди должны понять главное сейчас. Их задача – это набраться терпения и не нарушать самоизоляцию, поскольку от этого зависит очень много. Это контактные люди, это контактные лица, это те, кто были в контакте с уже зараженными. Пока сегодня никто не знает, есть ли среди них больные или нет. Об этом мы узнаем, соответственно, там, через 6-10 дней. Поэтому от их поведения, а учитывая, что здесь очень много алданских, действительно, с нашего района людей, будет зависеть очень много. Да? Действительно ли мы сумеем локализовать полностью эту вспышку, либо можем получить какие-то не очень хорошие последствия. Ну, такая у нас ситуация. Действительно, отбор анализов у этих людей проведен. Ждем их результатов и следим за развитием событий. К другим темам. Затор на реке Яни возник в Устьянском районе Якутии. Нижняя кромка ледохода находится ниже села Устьянск. Уровень воды составляет 977 сантиметров при критической отметке 1023 сантиметра. Вода уже начинает выходить на низкие прибрежные территории села. Верхняя кромка ледохода ниже гидропоста Юбилейный. Уровень воды 1134 сантиметра при критических 1350. На реке Лени в Ленском и Алекминском районах продолжается подъем уровней с интенсивностью до 30 сантиметров в сутки. На участке Витим-Пеледуй сформировались максимальные уровни второй волны весеннего половодья с общим подъемом 3,4 метра. В Якутии продолжают бороться с лесными пожарами. В регионе на сегодня 6 крупных очагов, по одному в Верхневилюйском, Нюрбинском, Усть-Майском, Чурапчинском улусах и 2 в Сунтарском улусе. На общей площади, пройденной огнем, 260 гектаров. 5 лесных пожаров удалось потушить в республике за минувшие сутки. 7 термоточек в Ивено-Бытантайском, Верхоянском и Тампонском районах находятся на пристальном контроле пожарных. Также ведется космический мониторинг. В Удачный вновь пришла зима, в поселке выпал снег. Многие такому сюрпризу, конечно, не рады, ведь до начала лета остались считанные дни. Погода пока не спешит радовать местных жителей. Сегодня днем столбики термометров в Удачном поднимутся максимум до 1 градуса. Синоптики обещают, что снег будет идти и завтра, но к концу недели все наладится. В Якутии зафиксированы 2 случая укуса клещами, 1 в Верхнем Бестяхе и 1 в Якутске. Врачи советуют не пытаться действовать самостоятельно, а сразу обращаться в медучреждение. Подробности в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. Столбик термометра уже перевалил за плюс 20, и вместе с потеплением на улице становится все больше насекомых. Пожалуй, самые опасные из них – это клещи. В последние годы они активно перемещаются по всей республике, и давно уже не редкость даже в столице региона. У нас в травмпункте каждый год начинается укус клещей с апреля месяца. В этом году она немножко с этим карантином немножко продлилась, и у нас уже сейчас в данное время 2 укуса. Например, в прошлом году их было 20, а в позапрошлых годах, в 17 и 16 году, было по 32 укуса клеща. Чаще всего клещи обитают в траве и кустарниках, но могут быть и на деревьях. Они цепляются за одежду и обувь, а затем находят участки открытой кожи. По сообщениям специалистов, обычно укус безболезненный и дает о себе знать только через сутки-двое. Иногда есть такие люди, которые не могут различить клещ от простых жуков. Поэтому они приходят. Главное, надо, если есть укус клеща, с этим клещом прийти сюда. И мы их отсекаем. Главная опасность клещей в болезнях, переносчиками которых они могут быть. В первую очередь это клещевой энцефалит, смертность от которого составляет до 25%. Самый главный совет, который дают врачи – не пытаться действовать самостоятельно. При обнаружении, если клещ сам выпал, то или вы сами его неаккуратно
обратно извлекли, то нужно будет для исследования принести клеща с собой. И нужно будет в травмпункте города Якутска получить иммуноглобулин противоклещевой для экстренной профилактики именно клещевого энцефалита. Защититься от клещей можно несколькими способами. Самый действенный – это вакцинация. Также перед выездом на природу стоит обработать одежду. Сама одежда должна быть закрытой с длинными рукавами. Необходимы длинные плотные носки и головные уборы. Юрий Осипов, Ольга Голикова, Якутск. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают библиотекари, книговеды, архивные работники и библиографы. Впервые общероссийский день библиотек прошел 27 мая 1995 года. Инициатива появления праздника принадлежала Российской библиотечной ассоциации. Выбор даты объясняется тем, что в этот день ровно 200 лет назад была учреждена первая публичная библиотека. Сначала она носила название императорской, позже была переименована в Российскую национальную. К слову, Якутия стала самым читающим регионом Дальнего Востока. За 10 дней акции, организованной в апреле Почтой России и издателями периодических изданий, якутяне оформили более 17 тысяч экземпляров газет на русском и якутском языках. С 1 по 10 июня Почта России приглашает вновь принять участие в декаде подписки. 26 мая на Балтийском заводе состоялась техническая закладка третьего серийного атомного ледокола проекта 22220. Будущий корабль получит название «Якутия». В торжественной церемонии приняла участие делегация из республики, а строить ледокол будут и наши земляки. Все подробности смотрите в следующем сюжете. Самый большой, уникальный, мощный, современный – это все можно сказать о новом атомном ледоколе проекта 22220 «Арктика». Первый флагманский корабль этого типа уже спущен на воду, еще 2 строятся. И на этой неделе прошла техническая закладка 4-го гиганта, который будет бороздить воды Ледовитого океана. Назвали атомоход «Якутия». По традиции морские суда именуют в честь регионов, примыкающих к Северному морскому пути. Причем строить корабль будут и наши земляки, которые работают на Балтийском заводе. Я в Якутии работал в Ленском управлении водных путей судоходства, зам руководителя. Сюда приехал, как говорится, на ступень пониже, но тем не менее, значит, работаю по профессии. Потом сюда подтянулся мой сын, он родился в Якутске, закончил университет водных коммуникаций, также здесь работает инженером, механиком в нашем цехе. Честно говоря, я пришел на работу, и на следующий день приходит Артем, и он прочитал информацию, что будет называться Якутия. Ну, сначала я не поверил, а потом я прочитал в соцсети, что действительно. И для нас это будет большая честь его строить. Якутия все-таки наша родная, поэтому будем строить с большой радостью. Ледоколы проекта 22220 уникальны. Несмотря на свои гигантские размеры, длина судна 173 метра, это почти 2 футбольных поля, атомоходы могут работать как в море, так и в устьях сибирских рек. Эти ледоколы должны проводить караваны кораблей в арктических условиях, пробивая лед толщиной до 3 метров. Уверен, Якутия-ледокол и Якутия-республика будут играть важную роль в развитии Северного морского пути. В начале года президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики страны в Арктике на период до 2035 года. Среди основных национальных интересов Российской Федерации в Арктике названо развитие Северного морского пути в качестве конкурентоспособной на мировом рынке национальной транспортной коммуникации России. Последние пару лет якутская Арктика переживает настоящее возрождение. В Тикси вернулись военные, заработал порт. Он стал опорным пунктом Северного морского пути. Причем новые ледоколы позволят решить проблемы и с северным завозом в Якутию. Они обеспечивать будут почти круглогодичную навигацию. А это значит, что накапливая генеральные и прочие грузы для обеспечения арктических наших территорий, допустим, в порту Тикси, мы сможем гарантированно обеспечивать всем тем, что необходимо сегодня для жителей Арктики, для развития всех наших арктических территорий. Причем мегапроекты Якутии, связанные с возрождением водной магистрали, на этом не заканчиваются. Например, Жатайская судоверфь должна строить корабли, которые тоже будут вовлечены в общую сеть Северного морского пути. И все это вклад в дальнейшее активное развитие Республики Саха, Якутия.
Максим Кардозу, Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Санкт-Петербург, Москва. Фестиваль тюльпанов проходит в Санкт-Петербурге. В этом году из-за коронавируса событие перешло в онлайн-формат. На кадрах, снятых во вторник в Центральном парке культуры и отдыха на Елагином острове, цветут 200 тысяч тюльпанов. 130 сортов цветов занимают площадь 4000 квадратных метров. На официальных ресурсах парка можно полюбоваться фотографиями цветущих виновников торжества. В инстаграм-аккаунте проводятся онлайн-трансляции, на виртуальных площадках также проводятся онлайн-мастер-классы для детей и взрослых по цветоводству. Сегодня на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха» в 15:00 смотрите ежегодный доклад главы Якутии об итогах деятельности исполнительных органов государственной власти, в том числе по вопросам, поставленным парламентом. К этой минуте у меня пока вся информация. Оставайтесь с нами.